уважаемые наши подписчики и все те, кто хранит память. Сегодня мы с вами встречаемся с уникальным человеком, который очень много сделал для сохранения памяти авиации Якутии. Это Михаил Егорович Васильев, наш давний друг, наш почитатель, наш меценат, благодаря которому у нас в библиотеке очень много книг. И вот сегодня мы хотели, чтобы именно Михаил Егорович рассказал о музее авиации, который обрел новый дом. Нужно отметить, что музей авиации в этом году исполняется уже почти 20 лет. И сперва он базировался в 30-й школе, да? Потом в штабе авиаотряда. И вот сейчас он переехал сюда, и мы надеемся, что вот это вот большое пространство, оно будет наполнено интересом, народом. И мы хотели бы, чтобы Михаил Егорович, как человек, тесно связанный с этой историей, с историей военного времени, потому что он помнит те военные события, для нас они уже далеки, и именно он может нам рассказать о тех авиаторах, вообще о авиации, о ее роли и вкладе в дело победы. Этим самым мы продолжаем нашу рубрику «Небо Победы», которую в прошлом году мы начинали. Но в этом году мне хотелось бы, чтобы вы уже услышали именно живой голос свидетеля. Когда началась война, руководство страны видит, что мы разбомбили наши все воздушные силы, аэродромы разбомбили немцы. У немцев было тысячи самолетов, около 5 миллионов подготовленная, разгромившая всю Европу армия. Ну, орудийная танковая техника, конечно, нам и не сравнить. Поэтому в это первое время как раз и очень быстро немцы продвигались, они хотели блицкриг сделать где-то до конца года уничтожили Советский Союз. Они, как я говорю, подошли как раз к Москве. И вот в то время, с первого дня войны, Сталин ставил вопрос, как сделать коалицию против Гитлера. Соединенные Штаты и Англии, потому что Англии они тоже бомбили немцы. Но получилось так, что это наши друзья особо-то не горели желанием. Вот первый представитель, который в Америку переехал в 1941 году, ну, сказал, мы посмотрим. И вот они ждали, что будет. У них принцип какой был? Кто побеждает, того поддержан. Под Москвой разгромили немцев. И вот тогда они повернулись нам лицом и решили по предложению Сталина открыть трассу Чукотка, назывался вот Красноярская воздушно-транспортная, а воздушная трасса Уэлькаль. Вот такого. И вот срочно было дано задание уже в 1941 году, в начале 1941 года, изыскать до Чукотки места, где можно построить аэродромы. Там 4 самых таких искусных летчика, опытных, отсюда было взято, в том числе Валерий Ильич Кузьмин участвовал. И вот они, очень сложные условия, когда нет ни связи, ни метеоусловий, ни метеообеспечения, вот на свой страх и риск они наметили, где будет с Якутска до Чукотки, где можно построить аэродромы. И 4 ноября из Якутска вылетал в Красноярск первый американский истребитель и бомбардировщик. Эту дату всегда мы отмечали, начиная с 50-летия мы отмечали. В Фербинце была наша военная миссия. И тогда находился первый перегоночный полк, там находился. Это первый перегоночный полк перевозил Уэлькаль, Чукотка, с Уэлькаля. Третий уже полк перевозил Сумчан, то есть второй. Третий Сумчана, третий перевозил до Якутска. А с Якутска потом до Киренска, с Киренска до Красноярска. И за год войны было перевезено 8 тысяч самолетов военных. Но это у нас, в принципе, своих специалистов-то не было. Остались с перегоночной трассы, 8-й полк, это транспортный полк остался. Тогда Хрущев сделал сокращение армии на 1 миллион. И вот те летчики, которые попали под сокращением, многие сюда приехали.
И вот и технический состав старался, в общем-то, из войны технический состав пришел. И мы в 40-х, 50-х годах уже имели около 800 торсовиков, опытных уже, и столько же участников войны. Теперь, вот что касается трассы Аляска-Сибирь, в вашем сведении, когда эту трассу построили, американцы возили, до Перпинса перегоняли самолет через Канаду. А наша трасса вот Первенск, Уэлькен, Самчан, что-то не вижу, Самчан, вот Самчан, Якутск, Керенск и Красноярск. И вот когда трассу построили, американцы, оказывается, как говорили, по этой трассе могут летать только самоубийцы или самодуры. Вот самоубийцы или самодуры могут летать. Но наши летчики, конечно, катастроф было 44, погибло на этой трассе где-то 140-114 летчиков. И американцы вот на цивилизованной трассе у них потерь было гораздо больше. А наши вот сумасшествия и самоубийцы, они летали, конечно, тут никаких перспектив не было. Самолет, техника сказала, кругом горы, посадят тайги, мары, и практически, в принципе, не было уже шансов на выживание. То есть даже если они умудрялись посадить самолет, да. Вот эта оторванность, вот этот холод, да, или еще что-то, да, оно приводило до к населенных гибели. пунктов расстояния очень большие были. Это практически нетрудно, земля была, человеческая нога практически не вступала. И, конечно, вот они и погибали. Единственный в моей памяти был случай, когда в МОМе охотники нашли одного летчика. Они, конечно, сначала испугались, но потом поняли, взяли, выходили, потом он уехал дальше, видимо, служит. Вот такая картина была по трассе. Руководили трассой, руководили сначала и трассой, потом первой красномерной дивизией, вот Мазурук Илья Павлович. Ну а вот наши летчики, которые награждены кавалериями орденами Красного Знамени, воевого Красного Знамени. Из них среди штурмана и летчики, и герои Советского Союза есть. Ну вот, допустим, Монсоветов, он руководил гидроотрядом 11 здесь руководил. А здесь еще есть очень интересный документ, опять же, я в архиве Гембеля взял. Называется отчет первой краснознаменной дивизии за 40 работы, за 42-45 годы. Там все написано, сколько каким годам перегнали, какого типа, сколько потерпели катастроф, сколько поломок. Михаилом Егоровичем Васильевым, основателем и главным летописцем Музея авиации Республики Саха-Якутия, можно общаться целый день. Его память хранит множество интереснейших фактов из истории воздушного транспорта региона, а его рассказы о военном времени отмечены особой печатью. Ведь Михаил Егорович сам пережил военное лихолетие, в детские годы видел голод, холод и смерть близких. И в свои преклонные годы всю энергию и силы он тратит на сохранение достойной памяти героев-авиаторов.